вечер. В эфире программа Кей-эфир. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня тема нашего эфира – детское спортивное развитие. И как предполагалось, мы будем говорить о флай-йоге. Вообще флай-йога достаточно популярное направление йоги и флай. Вот. И гость наш сегодняшний, ее зовут Анастасия Матохина. Махотина, прошу прощения. Она тренер по флай-фитнесу. Вообще, что это такое и как с этим работать, мы сегодня у нее узнаем. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Как добрались, как прошел сегодняшний ваш день? Ой, день прошел суматошно, прохладно. Вообще, так, в общем, все хорошо. Добрались по пробкам к вам сюда, в эфир. Все замечательно, настроение хорошее, приподнятое. Сегодня и вправду погода не очень хорошая, и пробки, да, с каждым днем их становится все больше и больше. Не говорите. Расскажите, пожалуйста, о вашем направлении, что такое флай-фитнес и откуда вот пришло это к нам? В нашем клубе флай-фитнес уже очень давно идет, как бы с самого зарождения Лава или Мама. Флай-фитнес играет ключевую роль, и откуда зародилась? Ну, это вообще как бы классно находиться в гамаке в состоянии полета. Флай как полет, фитнес это, то бишь, сейчас такая идет тенденция оздоровления менталитета нашего тела. Все стремятся быть более здоровыми и как бы начинаем мы совмещать уже приятное с полезным. То бишь мы расслабляемся после трудного дня, люди приходят в зал, скидывают негативную энергию, мы начинаем заниматься, подтягивать себя, здоровье, свое тело, мышцы, и все это дело происходит у нас в гамаке, на расслабление. В чем разница между просто фитнесом и флай-фитнесом? Вот как называется? Флай-фитнес. Да? Вот именно как раз-таки есть это различие во флае. Это гамак, это полет. Это ощущение, то бишь, что ты находишься в гамаке, это такая конструкция полотна, которая крепится на стропах. И именно вот весь фитнес, он происходит в воздухе. Он происходит не на полу, не на ковриках. Мы занимаемся именно в гамаке. То есть мы лежим в нем, мы сидим в нем, мы качаем пресс, попку, бока, и все происходящее происходит в гамаке. Ну, конечно, не без пола, на пол мы тоже спускаемся, ходим, бегаем, опускаемся, лежим, сидим, но больше акцент идет именно на флае, на полете. Как вообще гамак очень такая уникальная вещь, которая подходит всем. То бишь сейчас у всех очень, ну, как вот какая-то идет, как бы так сказать, многие приходят к нам с какими-то травмами. Почему-то сейчас очень много людей, у которых есть какие-то травмы, либо уже заболевания позвоночника, межпозвоночные грыжи, протрузии. И вот как раз-таки доктора прописывают, в основном раньше прописывали только плавание и такие вот малоподвижные, а сейчас появился вот именно гамак, в котором уходит нагрузка с позвоночника. Именно гамак принимает анатомическую форму человека, и в нем намного проще заниматься. Он идет на вытяжку позвоночника, то бишь все межпозвоночные диски, они растягиваются. В общем, это очень полезно для позвоночника, в общем, для здоровья. Вообще, насколько я знаю, это достаточно приятный вид деятельности для тела, потому что мышцы все работают, позвоночник в том числе. Я как-то пробовала флай-йогу, мне очень понравилось. Мой позвоночник был в восторге, особенно когда в воздухе зависаешь. А относительно детей, что дети, как они занимаются, почему это полезно для них и почему стоит отдать своего ребенка именно на флай-кидс? Но детки это вообще-то уникальные такие создания, которые не боятся ничего. Если взрослый человек приходит и там начинает что-то делать в гамаке, у него такой страх. Вдруг он меня не выдержит. А что, вдруг я упаду? Все люди боятся, взрослые боятся. Детям ничего не страшно. Они по нему лазят, забираются, кидаются, прыгают в него, спрыгивают. Вообще интересно за ними наблюдать. Естественно, конечно, не забываем про технику безопасности. Но как бы вот как раз-таки наши занятия направлены именно в Fly Kids направление, там, где дети занимаются вместе с родителями, чтобы вся ответственность за ребенка лежала не только на тренере, который один среди толпы детей, но также вместе с родителями, потому что за детьми как бы у нас идет набор именно Fly Kids, в основном идет с 2
2-3 лет и старше. То бишь детки маленькие, им за ними очень нужно такой глаз да глаз присматривать. Вот поэтому так-то, в принципе, открылось это направление Fly Kids, это как взаимодействие тандема родитель плюс ребенок. К нам сейчас ходят мамочки, раньше ходили только с девочками, но сейчас мы решили больше расширить свой круг и решили еще брать и мальчиков, то бишь мама плюс сын, мамочка плюс дочка. Вот к нам сейчас начинают приходить такие вот пары, и не только пары, но и трио. Бывает, дети, мама приходит с несколькими, да, мама с несколькими детками, один постарше, другой помладше, и занимаемся вот именно вот в таком вот тандеме, когда эти 2 человечка, 3 человечка, они уже начинают слушаться, ребенок не слушает маму, мама не слушает ребенка, они слушают тренера. И это вот вообще очень интересно, когда они два человека, они находятся на одинаковом положении, в одинаковом статусе, они ученики, и они вот оба человека слушают тренера. Вообще это настолько интересно, если честно, то, что как бы они так вот все таки стоят и внимательно тебя слушают. Причем, что ребенок вот так вот в рот заглядывает, что родители. Это вообще очень смешно. И почему нужно отдавать? Ну, потому что, во-первых, это развитие тела, это развитие всех мышц, это внимание, это какая-то усидчивость, это, наверное, какие-то обязательства к тому, что тебе надо каждое воскресенье вставать, кушать, выходить из дома, собираться, да, к 11 часам, приходить в зал. Это такая некая дисциплина для мамы и для ребенка. Это такое дело, которое они делают вместе. И, наверное, сейчас такой вот в обществе складывается такая ситуация, то что детей с малых лет, наверное, как вот только дети вылазят из пеленок, начинают быть более самостоятельными, их отдают на попечение бабушек, дедушек, нянь, родители, да, к сожалению, приходится им работать. То бишь, получается, детки очень мало видят своих родителей. Ну, не то чтобы мало, но все равно хочется большего внимания. Да, и как раз-таки это занятие, оно сближает. То, что они что-то вместе делают. И мне кажется, это многого стоит. Вы так увлекательно рассказываете. У нас как раз на эту тему есть сюжет, каким образом проходят тренировки Fly Kids. Давайте смотреть. Давайте. Услышав слово «йога», мы привыкли представлять, как под расслабляющую музыку в тихой и умиротворенной обстановке группа людей делает упражнения. Но в этом уютном зале наша съемочная команда увидела восторженные лица и счастливые крики детей, которые радостно делают зарядку. В такой атмосфере проходят занятия по флай-йоге для детей. 3, 4, 5, 6. Антигравитационная йога появилась в 90-х годах, когда артист цирка Кристофер Харрисон использовал гамак для своего выступления. После представления он заметил, что стоит только повисеть в полотне вниз головой, как появляется прилив сил, энергии и улучшается настроение. Раз, и 2. Упражнения флай-йоги дети выполняют в воздухе и буквально летают во время тренировок. Кроме того, это самый подходящий способ развить ребенка эмоционально, физически и снять страхи. Я сама занимаюсь йогой, обычной йогой. А дочку тоже хочу, чтобы занималась йогой, но так как, очень мало же где берут просто на йогу маленьких девочек, а здесь... И интересная на гамаках, видите, она такая, все они здесь такие веселые, да, им нравится, что это все в полете, все так необычно. Поэтому, больше, наверное, сюда ради нее хожу, конечно. Хорошо, лицом в зеркало встали и садимся на него. Лицом в зеркало. В детскую воздушную йогу приходят родители и дети от 3 лет. На первых уроках тренер рассказывает, как пользоваться гамаком, учит правильно и безопасно балансировать в воздухе. Но дети есть дети, и правилам они подчиняться не любят, так что травмы вполне вероятны. Но у тренера Вероники есть свой подход к обучению детей.
К детям, конечно, самое главное заинтересовать, потому что дети, они когда им надо поставить какую-то цель. Вот я сегодня перед тренировкой я сказала, вот кто будет слушаться, в конце мы будем там качаться, как вы хотите. И вот у них глаза загорелись. Я скажу, вот я сейчас считаю до 10, вот кто встанет, тот проиграл. У них сразу глаза загораются. Детей самое главное заинтересовать. У любого ребенка появится желание. Правда, какой бы он там избалованный не был, это без разницы. На тренировки по флай-йоге мамы и их детки приходят не только чтобы укрепить здоровье, но и получить массу положительных эмоций. Ведь раскачивание в йога-гамаке, полет над землей и кувырки дают ощущение веселья и счастья. Это был сюжет о тренировках Fly Kids. Я напоминаю, что тема сегодняшнего нашего эфира – спортивное развитие детей. Мы говорим о флай-йоге Fly Kids. Вот, в гостях у нас Анастасия Махотина, тренер по Fly Fitness. Меня зовут Даниэла Стрыгина. Еще партнеры нашей программы, нашего канала являются родниковая вода «Легенда» и напиток «Шоро». Я напоминаю, что номер нашей студии 56 46 85. Вы можете звонить, задавать ваши вопросы, а также можете отправить смс по номеру 0706 97 50 05. Мы тоже ответим на все ваши вопросы. Анастасия, в продолжении темы Fly Kids. Как давно ты этим занимаешься? Как давно ты работаешь с детьми? И вообще, каково быть тренером именно детей и мам? Ну, именно в самом центре Lovely Mama я работаю уже почти год. С детками сразу мне, как только пришла на работу, мне сразу доверили детей. Я вела детскую хореографию, попутно вела также группу по Fly Kids. Вот. Как давно работаю с детьми, я сама как бы выходец из спортивной школы. Я раньше занималась художественной гимнастикой, получила мастера спорта по художественной гимнастике. И как бы, когда мы сами занимались, уже такие повзрослее девочки были, нам тренер доверял тренировки малышей. И вот эти вот челюши маленькие, мы такие вроде еще тоже недоделанные взрослые, мы тренировали деток. Поэтому как бы, ну в принципе давно уже. Уже, наверное, лет 5 я с детками имею дело. Я так понимаю, судя по разговору, что тебе очень нравится этим заниматься и нравится вообще, в принципе, работать с детьми. Ну, дети — это такие создания лучезарные. Просто даже если ты приходишь на работу, у тебя какое-нибудь там, не знаю, подавленное настроение, ты приходишь, а эти дети вот такие вот приходят, кричат: «Настюха! Привет!» Привет! Обнимают, тут волей-неволей поднимается настроение, думаешь, ну вот как я могу с ними вот какая-нибудь такая вот ходить? Ну да. Поэтому тут вообще исключено все это дело, от них заряжаешься таким позитивом. Да, очень люблю с ними работать, вот, поэтому это доставляет мне массу удовольствия. Это ни с чем не сравнимый час работы с ними, очень выматывающий час, но в то же время очень классно. Такой энергичный. Да, энергичный, потому что дети такие по-своему кровососы, потому что за ними надо везде следить, каждому уделить внимание, потому что все хотят внимания. Да, каждый его на себя постоянно все спрашивают: а сейчас правильно? А сейчас правильно? А вот так? А вот так? И ты: да, конечно. Нет, вот здесь вот надо дотянуть, вот здесь вот надо ручку вытянуть. И вот это вот настолько выматывает, но это очень приятная усталость от того, что ты можешь чем-то поделиться своим каким-то опытом, своими знаниями, то, что ты видишь, то, что у ребенка что-то получается, там какие-то там осанка стала прямее, он сел на шпагат или красиво стоит в мостике, это вообще, это успехи ребенка, это много. Очень позитивный рассказ, особенно по эмоциям, да, передача эмоций, насколько радостно работать с детьми. Немного не позитивный вопрос, насколько это травмоопасный вид занятий, да, и в твоей практике случались ли случаи, что дети там что-то себе поломали, или вот там, может быть, растяжение какое-то получили, вот такие были моменты? Ну вот, слава богу, в моей практике такого не было.
Вообще, по сути, как бы так-то это дело не особо тогда и травмоопасно, потому что детки находятся, ну вот опять-таки затрагивать какую, смотря сферу. Вот если именно наше развитие как Fly Kids, либо детская хореография, где мы работаем в филиале в Lovely Mama именно с детками, то нет, это не травмоопасно, за исключением того, что если ребенок совсем, там, не знаю, будет головой об стенку биться, и то мы ему не дадим. Бывали такие дети? Ну, есть такие дети, которые, ну, бывает, не хотят, либо еще как-то вот... И начинают капризничать, да, там ногами топать и все такое. Ногами топать, да, конечно, не без этого, потому что начинаешь родителей вызывать, успокоить ребенка своего, потому что дисциплину срывает, а так, в принципе, нет. Если так вот серьезно, нет, это не травмоопасно, потому что в наших группах не превышается лимит. Как бы есть определенное количество, за которым тренер способен уследить. Больших людей, как бы больше мы не набираем, либо мы группы делим, добавляем новые, делаем, открываем группы. То бишь настолько продумывается все это дело, чтобы, во-первых, и внимание уделялось, и техника безопасности, естественно, потому что дети все настолько такие обезьянки, что им везде все надо, и за ними сложно уследить. Но это возможно при наличии определенного количества людей, чтобы это не было больше. Вот, потому что... А сколько людей занимается в группе? В группах в группах детской хореографии занимаются до 8 человек, до 8 деток. А в группе по Fly Kids занимаются парами же, получается, ребенок плюс мама. Но у нас зал рассчитан под 14 гамаков, то бишь получается 14 единиц людей. Которые могут поместиться. 7 пар, да. Да, еще такой вопрос. Вообще в последнее время очень актуальна тема йоги, флай-йоги и так далее, и так далее. Откуда вообще эта мода и почему именно флай-фитнес и флай-кидс, да? Вот почему именно это, а, допустим, не классическое плавание или футбол или какой-либо другой вид классического спорта? Почему именно это? Почему именно это? И вообще откуда такая тенденция пошла, что люди считают, что это реально модно и вот прям толпами, грубо говоря, идут заниматься, летать и практиковать себя в этом направлении? Во-первых, наверное, все новое, оно интересно, оно неизведанно. Ну, как бы плавание, оно уже давно всем известно, футбол тоже. Это вот новое веяние в сфере спорта. А все, что новое, оно всегда притягивает взгляды людей, притягивает как взрослых, так и деток. А детки — это повторюшки, которые хотят делать так же, как и взрослые. Поэтому, наверное, мы пользуемся тем моментом, что это новое. Может быть, через лет там 30 это будет уже никому не нужно, и все будут, наверное, там прыгать на каких-нибудь пружинках и тоже заниматься фитнесом. Это будет, наверное, как-нибудь модно. На данный момент это сейчас действительно модно. Это позитивно, это очень интересно в плане того, что это полет, опять-таки повторяюсь, это для детей это как качельки, для родителей это как гамак, в котором можно полежать и расслабиться. Это какое-то некое уединение, опять-таки возвращаясь к тому, что это дело, которое они делают вместе. Плавание, футбол, но все-таки там это делят на группы конкретно. Ну и, по крайней мере, я не встречала еще такого вот тандема, чтобы родители вместе с детками занимались футболом. Как-то вот, может быть, я просто не... Но я, насколько знаю, иногда бывает, что папы ходят, допустим, со своими сыновьями и там активно устраивают матчи. Да? Такие, да, ну семейные. Вот раз ходят люди к нам, значит, это сейчас более модно. Сколько должно быть ребенку лет, чтобы его можно было отдать на вот хореографию или Fly Kids? Fly Kids, они приходят с родителями, то есть получается, как только родитель сможет заставить своего ребенка или у ребенка появится желание чем-то таким делом заняться, но обычно это лет с 3. Ну хотя вот недавно на занятиях была мамочка с ребенком, ему, по-моему, мальчику было 2,7. Но они, правда, так вот особо толком ничем не занимались, но опять-таки это было веселое времяпровождение, когда они друг другу качали пресс, друг на друге сидели, поддерживали, это было тоже очень весело, как бы через 3 они что-то делали, но все равно это провождение времени, это... То есть с 3 лет уже, в принципе, да, можно? с 3 лет. А детская, ну, в принципе, да, детская хореография тоже с 3 лет. А вот родители, ну, зачастую бывает такое, что есть конфликт, да, между родителем и ребенком. И несмотря на то, что они пошли, встречались ли такие случаи, когда родители с ребенком как-то конфликтовали,
и там мама говорила ребенку, там, что ты делаешь, или как ты себя ведешь, что-то в этом роде. Вот Да, такие ситуации бывают? Ситуации такие бывают, когда ребенок начинает там проказничать, не слушать маму, начинает делать не так, как надо. Но тут, наверное, важна роль тренера, чтобы она усмирила обоих. Вот как ты такие конфликты разрешаешь? Ну, как бы, наверное, нужно усмирить обоих, чтобы они слушали не друг друга, а именно тренера. Потому что тренер на данный час, он хозяин территории, хозяин вообще всего этого положения. И как говорит тренер, так и надо делать. Если тренер говорит маме молчать, Мама должна молчать. А вот бывали такие мамы, которые говорили, там, не надо мне командовать, что вы тут там молчать, там еще что-то. Какие-то конфликтные мамы бывали, с Нет, которыми слава не богу, получалось найти общий как бы, язык? Ну, как ты находишь такой вот подход к родителям, к детям, чтобы все это было мирно, дружно, с любовью. Вот. И нет, такого, слава богу, не было. И как-то, ну вот, находим такой вот подход к обоим, чтобы это все было тихо, мирно и в то же время весело. Самое главное, чтобы они оба получали от этого кайф. И, в принципе, знаете, даже в таких конфликтах так-то единичные совсем случаи, чтобы были какие-то конфликты. Но в основном они бывают из-за того, что ребенок там начинает сам по себе что-нибудь мутить, прыгать, кувыркаться, а мама просто не успевает. Маме же тоже хочется, допустим, заняться. Допустим, ребенок там делает там позу паука какого-нибудь, висит вверх ногами, мама тоже хочет попробовать. Но в то же время ей надо следить за ребенком. Это концентрация, что хочется и самой, и надо делать. И вот как-то выходим из таких ситуаций, чтобы все успевать. А вот в таких случаях, когда мама с ребенком вместе занимаются, мама для того, чтобы тоже этим заниматься, Конечно. или она просто как-то помогает? Нет, вот как раз-таки этот тандем, то, что, ну, наверное, фотографии в Инстаграме или еще где-то можно видеть, наблюдать фотографии, где, в принципе, и ребенок делает одинаковые движения, также и родители делают одинаковые упражнения. То бишь, если мы встали, сели все вместе на шпагатик, все сидят на шпагате, что ребенок, что мама. Хоть какой шпагатик, но они сидят вместе, терпят все и все делают вместе. Это обязательно, нет такого, что вот мама делает, ребенок стоит, либо наоборот, мама стоит там на подстраховке у ребенка. Нет, делают все. Единственное, что как бы сначала, допустим, посадили ребенка, проследили, чтобы он сидел, держался, и потом уже делает мама. И что, и вправду не бывало детей, которые прям падали с этих гамаков? И... Нет. Нет? Дети вообще, у них очень развита, вообще у детей очень развита моторика. У них вот пальцы настолько цепкие, что они вот так вот как вцепятся в тряпочку. И не отпустят, даже если его будешь стягивать оттуда. Ну, как бы, конечно, бывает такое, что они, их наоборот, они не следят, немножко единственное, что вот у них моторика развита, а координация не совсем. Вот, допустим, говоришь, держи здесь и вытяни ножку туда. Он может держаться, вытянуть ножку, а ручки отпустить. Единственное, вот такое вот. Но и при этом не падает? Нет, ну конечно. Контролирую. Контролируете? Не без контроля, абсолютно. Ну, то есть вы можете с уверенностью сказать, что это безопасно. Это и безопасно. Я, приведя своего ребенка или придя вместе с ним, могу быть уверена, что мой ребенок ничего себе не повредит. Нет, не повредит. Вот, честно говоря, интересно было бы вообще узнать как в других практиках. Потому что действительно это интересно попробовать, потому что как бы когда висишь на гамаке, иногда даже не нужны руки, чтобы держаться за гамак. Есть такие позы, где, допустим, ты цепляешься через спинку, через ножки, через стопы, ты зацепился, ты встал в замок, то бишь все, ты уже никуда не денешься. Ты можешь ручки отпустить, ручками болтать. И при этом ногами и при держаться. этом ногами сам ты уже держишь ногами. Получается, гамак находится в таком положении, что ты как в мертвой петле находишься, что никуда ты уже не вывалишься. И вот когда как раз-таки ребенок находится в таком положении, родитель уже спокойно отходит от него и начинает делать сам. А тренер уже конкретно начинает как бы визуально за всеми следить. Если ребенок начинает что-то барахтаться, ему начинает быть неудобно, подходишь, вытаскиваешь его, выпутываемся. Из позы паука или из паутины. Да. И возвращаемся обратно в перпендикулярно полу положение. Стоим, занимаемся. Вот так вот. Мы сейчас прервемся на рекламу. Сейчас мы посмотрим небольшой отрывок рекламы. А я напоминаю, что у нас в гостях Анастасия Махотина, тренер по флай-фитнесу. Вот, вы можете присылать нам ваши сообщения по телефону 0706 97 50 05. Мы ответим на ваши вопросы. А сейчас прервемся на рекламу.
И снова мы в эфире. Я напоминаю, что тема сегодняшнего нашего разговора – спортивное развитие детей, флай-йога. Точнее, мы узнали, что есть Fly Kids, есть хореография специальная для детей. Вот. А в гостях у нас Анастасия Махотина, тренер по флай-фитнесу. И мы продолжаем наш диалог. Анастасия, скажи, пожалуйста, вот мы уже обсудили моменты, да, что детей можно отдавать с 3 лет, с детками тоже можно заниматься примерно с 3 лет, да, более или менее, когда у детей уже начинает нормально и адекватно работать мозг, грубо говоря, да, потому что приводила примеры, что есть очень капризные дети, с которыми не так уж и легко работать. Вот. А относительно того, какая нужна спортивная форма для того, чтобы заниматься, вот помимо того, что ты платишь за само обучение, да, да, за самое занятие, что нужно, какой перечень одежды нужно купить для того, чтобы было комфортно заниматься? Вот как раз-таки в первую очередь это комфорт. Естественно, как бы приходишь в одежде. В джинсах. В джинсах. Переодеваешься. Одеваешь, что удобно. Можно надеть шорты, можно надеть лосины, можно надеть колготки, можно надеть футболочку, маечку, топик. В чем удобно. Лишь бы это была сменная, удобная одежда, как для родителя, так и для ребенка. На обувь можно надеть хоть ботасы, хоть кеды, хоть чешечки. Но чешечки, наверное, более удобный вариант, потому что мы работаем в гамаке. И в гамаке, чтобы, во-первых, и самому было удобно, потому что на ботасах есть такая резиновая подошва, которая будет цепляться за гамак, будет неудобно. Ну, более практично заниматься в гамаке именно в чешках. Что еще нужно? Себя принести, хорошее настроение, и все. Гамак у нас уже есть. В принципе, все. А относительно питания, стоит ли есть до тренировки или не стоит ли есть после тренировки? Ну, такой вопрос сугубо, наверное, личный. Он зависит от каждого человека, насколько у него развито пищеварение, насколько как бы вот удобно или как вот покушал, там, хорошо ли тебе заниматься после этого приема пищи. Но обычно рекомендуют кушать, наверное, где-то за час, за полтора до тренировки. У кого там тяжесть, ну, естественно, как бы кушать желательно не такую слишком тяжелую пищу, то бишь не жирную, там, чтобы обратно ничего не полезло, когда ты будешь кверх ногами висеть. А вот такие случаи бывали, когда людям становилось плохо? Нет, такого не бывало, но вот, по крайней мере, на детских вот занятиях такого не было. А на взрослых, когда всякое бывало. Когда, допустим, там переборщишь с кардионагрузкой, набегаешься, и вот оно вот уже вот там где-то у людей стоит, они уже такие стоят, нет, мне надо посидеть, стоят с водичкой, и переваривают, и дышат. Но это так на детских занятиях нет, такого не было. После тренировки, ну, желательно, конечно, кушать, наверное, так же, где-то через часик, полтора после тренировки. Водичку пьем, а вот с едой, наверное, желательно, чтобы оно там все утряслось, переварилось, и можно опять кушать. А вообще, вот если говорить, ну, с детьми понятно, да, дети при нормальном питании и при нормальных физических нагрузках, что, в принципе, для них совершенно естественно, да, они постоянно прыгают, бегают, они там не подвержены полноте, да, если не говорить о том, что они едят всякую ерунду. Вот про взрослых, насколько вот мама, которая пришла с ребенком, да, и у нее какой-то избыточный вес, возможно ли ей похудеть на этом занятии? Ну, не за один раз, естественно, вот, а периодически посещать занятия. На Fly Kids проходит у нас один раз в неделю, и в принципе нет, конечно, не то чтобы так радикально, нет. Ну, маленькая надежда может остаться, почему нет? Вот, ну, конечно, это желательно все делать как-то в комплексе, чтобы это было как бы и питание, потому что для ребенка, может быть, это не особо важно, именно в плане как ожирения, да, вот именно такого вот замедления метаболизма, обмена веществ. Для ребенка это не особо важно, для родителей это уже очень важно, потому что все-таки раз ты родитель, значит, это тебе уже больше 20 лет, обычно, да, вот это уже немножко потихонечку замедляется обмен веществ. Естественно, кушая всякую гадость, все вот эти вот ненужные вещества не откладываются в жирок. И за одно занятие, естественно, как бы, ну, ты, да, растрясешь немножко так вот, подергаешься, попрыгаешь, да, тебе станет лучше. Это есть вероятность того, что это все подтянутся мышцы, но так вот, чтобы прям вот конкретно. Пришел и похудел. Похудел. Такого нету. Ну,
оно не работает, это так. Ну да, это нужно Это постоянные нужно работать, тренировки. это нужно всё такое. тренироваться, это нужно отдельно записываться на тот же Fly Fitness для взрослых групп, Fly Yoga для взрослых. Вот именно, чтобы это был интенсив, чтобы это было регулярно, то бишь, допустим, группа идет 3 раза в неделю. Ты 3 А вот раза на в таких неделю. занятиях возможно ли похудеть и привести себя в прекрасную физическую форму? Вы Ну, интенсивно опять-таки, занимаетесь. вот если брать гамак, то это Fly Fitness, Fly Yoga, Booty Fitness, Боди? Booty. Это что То такое? есть мы прокачиваем в основном, для девочек это очень важно, это красивая талия, красивые бока, хорошая попа, подтянутые ножки. То бишь Booty это все, что ниже груди. Все, что ниже груди, интенсивная нагрузка. Именно, да, интенсивная нагрузка на формирование вот этих вот наших песочных часов. И это как называется? Booty Fitness. Бути фитнес. Интересно, 3 раза в неделю, да, тоже проходит? Да. И какие там должны быть упражнения, чтобы вот это вот все так Это утянулось? комплексы, это некие комплексы, которые разрабатываются, подбираются для каждой тренировки там отдельно, программы составляем. Ну, как бы от самого слова «бути» — это попка, это наши ягодички. Вот, работаем именно непосредственно на подтяжку, на увеличение. Для кому-то это подтяжка, для кого-то это уменьшение объемов именно жировой ткани. Мне прям интересно так. Но я же говорю, это насущная проблема сейчас наших девочек. Одни хотят уменьшить, другие хотят увеличить. Как обычно. Это, да, там здесь мне убрать, здесь мне нарастить, здесь мне уменьшить. В общем, у всех такие неординарные подходы, все хотят, все ходят, все И прям это пашут. так достаточно эффективно? Это очень эффективно. А сама ты этим занималась? Сама я это сейчас преподаю на данный момент. Как бы сейчас у меня пока группа по детской хореографии я пока немножко отложила, потому что со временем немножко не получается. Я вела, но сейчас пока отдала группу другому тренеру, тоже очень профессиональному. Вот. А сама сейчас, получается, у меня есть только возможность заниматься, работать вечером, и вот у меня как раз есть вот несколько групп по бути-фитнесу. Вот, поэтому это очень интересно, это когда ты прокачиваешь мышцы пресса, боков, попку, ножки. Мне кажется, мы также не забываем про верхнюю нашу часть тела, но именно больше акцент идет на низ. А это тоже на гамаках или просто стоя или сидя? Как это идет делается? сбор всего. Это идут и гамаки, это идут и грузики, это идут и гантельки, это идут и мячики, это идут и скакалочки, в то же время бодибары. Вообще комплекс всего каждый раз. Бодибар это что такое? Бодибары — это такие палочки, утяжеленные палочки, такие металлические палочки. Может быть, слышали про такое направление, как джукари? Нет. Нет, не слышали? Нет. Вот тоже, кстати, очень интересное направление. То, что вот мы сейчас говорим с вами про именно гамаки. Это гамак, вот он тоже идет на стропах, на лесах, и тут висит гамак, мягкая ткань. Джукари — это вот именно такие ленты, она чем-то похожа на трапецию, как в цирке. Вообще, как бы основатель вот именно направления джукари, это идет основатели фитнеса, ну как сбор фитнеса и цирка дю Солей. То бишь, вообще это, да, очень интересное тоже направление, которое на данный момент сейчас ищет свои раскрутки. Мы потихонечку раскручиваем это направление, немножко люди еще пока не привыкли. Раз с флай-фитнесом удалось, Да, и с флай-йогой, я думаю, с этим тоже Да, я получится. думаю, тоже найдем мы свою такую нишу, найдем неких людей, которым это будет очень интересно. Так вот, возвращаемся к теме бодибара. Бодибар — это как раз-таки наша трапеция, то бишь от самой, как получается, на потолке висит труба, находится установка, от нее идут ленты, между лентами идет бодибар, то бишь металлическая такая палочка, которая снимается, регулируется по высоте, то бишь на ней можно, если в установке, то на ней можно и прыгать, и бегать, и крутиться, и висеть, вот, а если снимать, это, грубо говоря, как мини-гриф, такой утяжеленная палочка. Утяжеленная палочка. Да, как утяжелитель она используется, интересно очень. Так много различных направлений, Да, и сейчас такое, и такое, и такое, остается только выбрать. А, кстати, есть ли пробные занятия? Конечно. Они бесплатные или платные? Они платные. Вот именно, получается, если рассматривать, опять-таки, возвращаться к теме детям, извиняюсь, Fly Kids, то там, получается, каждый раз это платное занятие, то бишь разовое, потому что конкретно группы мы не набираем, потому что это воскресенье, Ну, это кто-то один раз может, в кто-то не неделю, может, да, неудобно. кто-то может в воскресенье, кто-то едет к бабушке, кто-то там в гости, кто-то ходит, кто-то не ходит. А если конкретно брать именно детскую хореографию, либо остальные направления, как
Booty Fitness, Fly Yoga, Fly Fitness, то там, да, идут конкретные группы и также есть разовые занятия. Интересно, то есть можно прийти и попробовать. Один раз посмотреть, да, и, допустим, понять вообще, твое это или не тебе или твое, нет. да, потому что разнообразие большое, и самое главное, чтобы тебе это нравилось, чтобы это было по душе, потому что как кто-то хочет прыгать, бегать, а кому-то хочется, допустим, в позах там постоять, побыть в умиротворении, в статике побыть, а кому-то это интересно именно попрыгать, побегать, попотеть. Мы узнали так много различных направлений. Еще мы спросили у наших зрителей, у наших горожан, а знают ли они, что такое йога. У нас есть опрос, поэтому давайте смотреть. Внутреннее чувство, наверное, самообладание. Йога? Йога это от болезни? Это типа фитнеса. Йога. Йога — это медитация. То есть познание самого себя через медитацию, насколько я знаю. Йога? Ну, система индусская такая. Ну, йога, это, как бы сказать, ну, это, по-своему, как бы медитация идет, да? Я это только так понимаю, и все. Йога, зарядка. Йога — это такая полезная штука, которая помогает тебе вот прям... Это, ну, есть два подхода, да? Есть йога, которая набор упражнений, насколько я знаю, да? Ну, просто вот, то есть ты свое тело начинаешь чувствовать после этих упражнений, там, каждую свою мышцу, сустав, сосуд, там, я не знаю, ну, в общем, все. Вот. И есть йога как некоторая философия, как некоторая, скажем так, не совсем религия, но какой-то вот такой набор верований, убеждений, как образ жизни. Вот так. Снова мы в прямом эфире. Я напоминаю, что тема нашего эфира – спортивное развитие детей, флай-йога, флай-кидс, детская хореография. И вы можете позвонить к нам в студию по телефону 56 46 85, задать вопрос, который вам интересен. И еще хочу напомнить, что партнеры нашего телеканала – компания Шоро и родниковая вода «Легенда». У нас сегодня в гостях Анастасия Махотина, тренер по Fly Fitness. Мы говорим про детей, но она рассказала, что много различных есть направлений других и для взрослых. Да, мы провели опрос, мы спросили у тебя. Скажи, пожалуйста, а насколько важно вообще детям, вот раз уж мы затронули тему питания, насколько важно детям соблюдать те или иные правила именно в питании? И вот твой совет, как человек, который однозначно следит за своей фигурой, за своим питанием, тем более я слышала, что ты готовишься к соревнованиям, но об этом чуть попозже. Какие принципы нужно соблюдать детям? И вот совет мамам, чем не нужно и не стоит кормить детей, чтобы не портить их здоровье и фигуры? Ну вот именно как раз-таки тогда это совет мамам, это совет семье, то окружение, которое вот окутывает ребенка, потому что ребенок, он ест то, что едят все. Ему все это как бы интересно. И что могу посоветовать? Могу посоветовать больше домашней пищи. То бишь, если есть такая возможность, то желательно готовить дома. Потому что сейчас на нашем рынке быстрого питания, в магазинах все настолько ненатуральное, столько всяких разных сахаров непонятных, вот этих вот батончиков, шоколада, кукурузных палочек, чипсов, кириешек, газированных напитков, соков. И все это настолько как бы, ну, оно не то чтобы плохо, но это пагубно влияет на здоровье ребенка. Особенно в столь маленьком возрасте, когда к тебе приходят дети, у них уже у всех
Так вот они улыбаются все 32 зуба, которых толком нет. Которых осталось 2, потому что они едят шоколадки и куча куча кариеса. Да, куча Это кариеса, они вот печально. гнилые, как бы ты понимаешь, что Родители чем не ты доглядели. питаешься. Да, Мгм. дети не доглядели, родители, то есть получается на поводу у детей, что ребенок сказал, то они ему и покупают. Но это как бы воспитывается все, наверное, все-таки с маленьких пор, когда идет формирование вот именно рациона ребенка, что он кушает, во сколько он кушает, как он кушает. И, наверное, вот с самого вот начала нужно это формировать, именно понятие у ребенка, что правильно есть, что неправильно есть, какие продукты мы кушаем на постоянной основе, какие продукты мы едим там только по праздникам или еще как-то. Потому что, допустим, все действительно формируется с детства, и вот сейчас уже, будучи взрослыми людьми, которые ходят к нам на занятия, у них еще такое же вот, ну вот детское как бы понятие о еде, то, что мы едим все и помногу, и это, ну это неправильно, как бы перекусываем, все это вот фастфуд. Наоборот, хочется, надо, да, я, если хочется знаю, по покушать, я чуть-чуть, лучше да, съем есть. шоколадку, там, а не пойду, там, не знаю, съем порцию гарнира там в столовой в той же, или еще чего-нибудь с котлетой. Ну вот это все-таки, наверное, воспитание, это менталитет как-то вот, который воспитывается именно с семьи. Это вот в мозгах, это нужно менять, наверное, полностью. Не то, что менять, ребенку формировать, взрослым, естественно, менять понятие о еде, то, что можно, что нельзя. Ну, в общем, короче, никаких кириешек, чипсов, сникерсов, да, Хотя потому бы что... хотя бы минимализировать такие вот вещи. Ну, на самом деле, да, я, например, вот у наших знакомых, да, у которых есть дети, постоянно: мама, купи чипсы, папа, купи чипсы. Вот они постоянно едят чипсы, пьют колу, и все это там, и никаких фруктов, ни толком нормальной еды, и потом зубы, которых в итоге нет. И... Ладно, не пока молочные, а потом-то будут коренные. Ну да, если коренных лишиться, это еще хуже. В общем, дети, развитие, питание, да. Что ты можешь посоветовать мамам? Ну вот, допустим, представь, что мы сегодня говорим не о флай-йоге, да, мы, в принципе, с ней разобрались, да, что и как могут дети заниматься. Что бы ты могла посоветовать мамам и детям помимо другие виды спорта? Вот так вот от себя. Ну, вот ты говорила, что художественной гимнастикой заниматься. Кстати, в прошлый раз мы говорили о художественной гимнастике, да, чем это полезно. И так далее, и так далее. Вот что бы еще бы ты могла посоветовать в плане детей и развития их спортивного? Куда детей отдавать? Да, на какой вид спорта? Ну, не знаю, я, наверное, по своему опыту, да, какому-то такому, не знаю, то ли хорошему, то ли плохому, моя личная, как бы, ну, такая вот у меня, когда будут дети, я не хотела бы зацикливаться на каком-то определенном виде спорта. Хотелось бы, чтобы ребенок был всесторонне развит. То есть, как бы, если рассматривать такие приоритеты, что вот я дала ребенка в спорт, и вот он станет мировым там звездой, то тогда еще ладно. А если так, для общего развития, я бы, будь то это девочка или мальчик, хотелось бы, чтобы ребенок ко всему прикоснулся. Это и рисование, и там, не знаю, какие-нибудь танцы, и плавание, и какие-нибудь единоборства. Желательно ребенка действительно всему обучать. Пускай это будет 2 года туда походил, 3 года туда походил, но чтобы ребенок как-то, наверное, сам понял, что ему ближе по душе. Потому что, когда, допустим, меня отдавали на гимнастику, я была еще маленькая, мне было 6 лет, меня отдали по состоянию здоровья, как бы. Мне сказали, что вот надо отдать на гимнастику, чтобы вот ножки были хорошие, чтобы там не было никаких болезней. Вот, как бы, ну, это было как бы более вынужденно, но потом вроде как мне все это дело понравилось, я втянулась, доходила, дозанималась, мне это понравилось. Но в то же время, допустим, я ничего не смыслю в единоборствах, хотя сейчас так вот как бы уже взрослая, и немножко такие вот мысли проскакивают, что хотелось бы, наверное, чем-нибудь таким вот еще, таким вот борцовым заняться. Попробовать, может быть, позаниматься, хотя бы посмотреть вообще. Ну, мозги работают, типа, надо попробовать. Ну, я не знаю, получится, не получится, ну, поэтому я как-то больше склонна к тому, чтобы ребенок был всесторонне развит. То бишь на все секции, куда возможно, куда ребенка пробовал тянет. Себя максимально везде, и чтобы он везде. сам определил, да, какой вид спорта. Вот согласна полностью, особенно с художественной гимнастики, с гимнастикой, что вот
родитель думает, что вот сейчас мой ребенок пойдет на художественную гимнастику, Везде так думают. и она будет такая прям классная, красивая, но это реальные муки, особенно художественной гимнастики. И тянут, и плачут дети, и форма это супер дорогостоящая, каждый раз нужен. Экипировка, вот эти такие мячики, булавы, Да, это все так всё дорого, да, и на самом соревнования тоже, очень допустим, куда-то выезжать, стресс. даже ближайшая Алмата, Казахстан, это тоже деньги, это, я не говорю про там куда-нибудь далеко ехать, даже ближайшие соревнования это дорого, действительно. Спонсоров мало. Ну, нет, практически. Ну, да, их практически нет. Родители Наши сами родители, несут да. все расходы. Как бы не окупается все это дело. И призы какие-то дают достаточно, ну, такие смешные. Хотя бы поездку купили бы. Ну, не зря же вы сюда Грамота и приехали. медалька, дай бог, чтобы еще медалька была. Да, и все. Вот и все. Поэтому я за то, чтобы ребенок был всесторонне развит, чтобы все попробовать. А там уже, пускай во взрослой жизни, либо когда он уже более будет, пройдет какой-то этап, что вот я ходил туда-сюда, туда-сюда. И теперь я осознанно мне могу вот это понять, вот что мне нужно. больше всего нравится. Вот так Да. вот. Чтобы это не было, чтобы мозг везде работал, чтобы не было узкого профиля. Хорошо. У нас остается буквально 5 минут до эфира. Давай подведем такой некий итог. Да? Что мы узнали за весь эфир? Что детей можно отдавать с 3 лет, да, на направление Fly Kids, потом хореография детская. Еще что есть детская? У нас все. Все, два вида Fly Kids, это вместе с родителями можно заниматься, и хореография. Ну, хореография достаточно известное, да, направление, поэтому можно не углубляться в него, я в этом плане. Вот, а еще что форма должна быть максимально комфортной и удобной, лосины, чешки, там, спортивные штаны, да, растягивающиеся. По поводу питания вообще не принципиально. Стоимость, сколько стоит отдать ребенка на хореографию и сколько стоит занятие, чтобы прийти вместе с ребенком? Сколько денег надо на это, на все потратить? На Fly Kids мама плюс ребенок. Вот. Что такое? Если я не ошибаюсь, стоит 150 сомов взрослый человек и 100 сомов, по-моему, ребенок. То бишь 350 Мне показалось, что ты сейчас скажешь $150, и так неудобно озвучить эту цену. Нет, я просто, честно, как-то я вот в сферу цен как-то не углублялась никогда. Вот кто сколько платит, как-то меня это не касается. Вот, но если вот мне не изменяет память, то 150 сомов стоит занятия для взрослого, для мамочки, и, по-моему, 100 сомов стоит для ребенка. То есть здесь за 250 сомов мы с ребенком 250, можем да, отлично провести целый час, поразминаться, да, и повзаимодействовать. Детская хореография, там, получается, месячный же идет абонемент. Если я не ошибаюсь, то 2500. 2500, 3 раза в неделю по часу. Вот. Ну и в принципе там, наверное, затраты на форму, да, они да, такие минимальные. В принципе, вообще минимальные. У ребенка дома же есть какая-то домашняя одежда, какие-то уличные лосинки там или шортики. Все это дело вполне подходит для занятия, хотя бы, по крайней мере, для первых занятий, для первых шагов ребенка. Там, если ребенку это действительно понравится, если он будет с удовольствием ходить, то можно затратиться, пойти там купить чешки вместо носков, в которых он занимался, купить купальничек, там лосинки, либо футболочку маленькую. А так, в принципе, это все дело. В чем есть, там приходи. Без проблем. Хотя бы, чтобы просто понять вообще ребенку нравится это или нет. Или нет, но это детей, самое основное, да, это нравится, самое чтобы основное, нравилось чтобы ребенку. Ребенок приходил с удовольствием и находился в зале с удовольствием, слушал там не через слезы тебя, а вот именно. Прям с радостью. И еще несколько пожеланий, буквально так вкратце, родителям и детям относительно вообще физического развития и твои советы как тренера, пожелания телезрителям, детям и их родителям. Ну, хотелось бы пожелать детям и родителям чаще находиться друг с другом. И в плане тренировок, наверное, чтобы куда бы они вместе не пошли заниматься, чтобы для них это было весело, чтобы для них это было вот именно как-то по-дружески, чтобы это не просто мама привела ребенка заниматься, а чтобы это были как две подружки, как такой вот тандем дружеский, чтобы они занимались весело, с любовью друг к другу. Наверное, и все. Это как бы самое главное, чтобы это был союз. Союз такого дружеского взаимодействия между
да, родителями и детьми, потому что это очень важно. Это на самом деле печально смотреть, когда родители приводят детей, заставляют их заниматься этим. По непонятным причинам дети не хотят, они все равно их заставляют. Да, это очень Здесь самое печально. главное, действительно, это именно вот взаимодействие, чтобы обоим это нравилось. Ну, как бы маме понятно, ей хочется, чтобы ребенок развивался, но чтобы это и ребенку нравилось. Как бы, чтобы это был тандем, когда вот все полюбовно делается. Ну, на этой дружественной ноте, я думаю, мы завершим нашу беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Махотина, тренер по флай-фитнесу. Меня зовут Даниэла Стрыгина. С вами была программа, с вами была я и программа Кей-эфир. На сегодня у нас все. Приятной вам пятницы, отличного вечера, до скорых встреч.